Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что очень сильно тайное должно стать явным, о чем вам пора узнать, какая правда вам должна открыться. Загадайте, пожалуйста, на себя и на то, чтобы тайное стало явным, и пусть вся правда вам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, тайное. Очень сильно тайное. Ну, здесь кто-то любовь прячет. Очень сильно прячет. Человек прям панически боится, что вы узнаете о его либо ее любви. Если смотрит меня женщина, то вас тайно любит мужчина. Если смотрит меня мужчина, то вас тайно любит женщина. Человек постоянно следит за вашей жизнью. Человек в курсе всех ваших событий. У человека либо в интернете за вами слежка установлена, либо человек где-то рядом с вами находится. Тот, кто не ищет с вами контакта, тот, кто избегает с вами контакта, вот именно этот человек вас очень сильно любит. Я не могу понять, откуда столько страха и почему человек не говорит о своих чувствах. Возможно, человек не свободен, а возможно, вы не свободны, а возможно, между вами еще какая-то разница. Но так долго продолжаться не может. И знаете, я так вижу, что вы... Вот у вас какая-то вот как встреча, либо время вместе, где человек просто сорвется и в чувствах своих вам признается. Ну так и скажет: вот знаешь, почему я тебя прячусь, почему я тебя избегаю? Потому что я тебя люблю. И вы прям обалдеете, у вас шок будет от этой информации. Я не могу сказать, что вам противно, просто это будет настолько неожиданно. Вот чего-чего, а такого вы точно не ожидали. Еще здесь показано, что если вы не оттолкнете этого человека, то есть не будете говорить: дурочка, либо дурачок, да, зачем ты мне нужен со своей любовью. Вот если вы не оттолкнете, а как-то по-хорошему поговорите, то вот это откровение, признание, оно еще каким-то очень выгодным для вас может стать. Да? Человек любящий очень многое для вас может сделать, даже на какие-то жертвы пойти, на какой-то героизм, на какие-то плюшки, да, вот прям можете раскрутить этого человека. Хотя я не думаю, что вы кого-то будете на что-то крутить, но тем не менее. То есть вас любят, и это прям большая тайна, и эту любовь очень сильно скрывают. Но вот скоро идет вот момент, где вы вместе, вот как-то вы окажетесь в одном замкнутом пространстве, и человек не выдержит и прям признается вам в этом всем. Если отвергнете, ничего особо не поменяется, да? Человек все равно будет продолжать вас любить, только еще больше будет вас бояться. А если как-то обыграете эту ситуацию, либо воспользуетесь этой ситуацией, то очень многое можете получить. Так, еще есть тот, кто на вас очень сильно обижен. Мне вообще идет женщина. Если вы мужчина, то женщина, скорее всего, очень сильно обиделась из-за того, что вы ее не выбрали, либо вы ей отказали. Может, она считает, что вы ее там обманули, предали, что воспользовались, либо не стали пользоваться. Видите, пятерку прям носит эту пятерку, а пятерка растет не по дням, а по часам. У женщины дикое желание вам отомстить. Вот прям отомстить. Вот хочу, чтобы он мучился, хочу, чтобы он страдал. Если вы женщина, то на вас тоже обиделась женщина. Но эта женщина больше, знаете, как приревновала, либо обзавидовалась так, что прям обиделась в конец и в край. Вы ничего плохого ей не сделали. Я не вижу, чтобы вы ей там дорогу переходили. Нет. Но она явно человек нездоровый, либо у нее там с самооценкой какие-то проблемы есть.
И она свои неудачи, да, оправдала тем, что это вы вмешались. Да, что вот не было бы вас, так и у меня бы неудачи не было. Да, вот она прям винит вас во всем плохом, что у нее там произошло. Она не себя винит, она вас винит. И еще у кого-то вот ревность, дикая ревность, приревновала, что-то себе придумала и записала вас в свои враги. Я настоятельно вам рекомендую, и мужчинам, и женщинам, в ближайшие дни, а лучше до конца месяца, никаким женщинам ничего своего не давать. И ни у каких женщин ничего не брать. В плане там угощений, вас могут угостить заговоренной едой, либо питьем заговоренным, либо у вас могут что-то выпросить, чтобы на эту вещь сделать какую-то порчу. Да, потому что на вещи будет ваша энергетика, даже если это, не знаю, там буханка хлеба, на ней будет ваша энергетика. Вот, и человек может вам так навредить. Почему до конца месяца? Потому что в следующем месяце эта женщина ее прорвет. Она сорвется, она начнет на вас голосить, кричать, обвинять. Вы сразу поймете, да, кто она такая и в чем суть ее претензий. Но мне идет, что пятерки отвернутые от вас, значит, вы ни в чем не виноваты. Это все она сама себе придумала. Сама придумала, сама обиделась и сама же хочет вас погубить. Видите, вас ангелы привели на мою отсыпочку, чтобы я дала вам совет. Да? Не брать и не давать. А потом вы уже поймете, кто она такая. Дальше, мои хорошие. Вот здесь образ человека, который на вас очень сильно рассчитывает. Либо человек считает, что вашими руками очень многое можно обрести. Вы для этого человека выгодны, интересны. Может быть, даже на работе. Да? Кто-то хочет воспользоваться вашим профессионализмом, талантом, способностями себе во благо. Возможно, это уже происходит. Да? Вы на кого-то работаете по найму, и ваш начальник, либо кто-то из коллег пользуется тем, что вы очень многое делаете, вносите основную лепту, вклад, и человек просто на этом хорошо зарабатывает. Вот. Также мне идет, что этот человек решил на вас какое-то ярмо накинуть. То есть вам что-то будут предлагать, какие-то дополнительные обязательства, дополнительные должностные обязанности, но вы не соглашаетесь, потому что это реально ярмо. Вы будете уставать как конь, но при этом вы ничегошеньки зарабатывать не будете. Вы там детей видеть своих не будете. Вы забудете, что такое сон и нормальная еда, потому что вы будете пропадать и гореть на работе, при этом денег у вас больше точно не стоит. Да? Ярмо хотят на вас надеть. И также, если вам сейчас предлагают какую-то работу, да, человек очень заинтересован, там нахваливает, расхваливает. Вот, читайте внимательно список должностных обязанностей, потому что мне идет, что это ярмо. Что с такой работой вы все на свете проклянете, вообще ничего не захотите. Да, тяжелый какой-то случай. Человек такой, знаете, шкурный, да, думает только о своей выгоде, совершенно не думает о других людях, думает только о своей выгоде. Будьте повнимательны. И также, если у вас на ближайшее время, как назначено какое-то прям заключение, подписание договора, каких-то документов с обязательствами, прям обратитесь к специалисту, грамотному юристу, да, пусть вам прям прочитают и то, что мелким шрифтом, чтобы потом, извините, не было печально и больно, что вы не уделили этому внимания. Вот мне идет, что кто-то очень подлый и хитрый, очень сильно заинтересованный в вас, хочет на вас огромное ярмо накинуть, от которого будет очень тяжело освободиться. Из-под него, да, прям невозможно практически. Либо там со временем, с годами, да, можно будет через суд можно будет освободиться. Но зачем вам все эти неприятности, если можно сейчас этого избежать? Я не знаю, сколько стоят услуги юристов, но если это какой-то договор, там ипотека, еще какой-то договор, лучше все-таки раскошелиться. Ребят, чтобы потом не было печально, да, лучше раскошелиться. И все читать. Все читать, если что-то не нравится, не стесняться и говорить: вычеркиваем, да, или я ничего не подпишу, или я не буду сотрудничать, да. На дополнительную работу тоже ни в коем случае не соглашайтесь. Денег вам это не принесет. Принесет усталость, разбитое состояние. И это, знаете, спутается день и ночь у вас.
еще сильно тайное. От вас кто-то скрывается. Скрывается. Почему? Потому что вина на человеке лежит. Человек выбрал именно такую меру, да, скрываться. Нет бы прийти, нет бы признаться, нет бы в ножки упасть, поплакаться, да, попытаться все изменить. Да, человек решил спрятаться. Спрятаться, да. Ну, долго, конечно, прятаться не сможет. И пусть не этот человек, но какой-то другой человек вам правду расскажет. И знаете еще в чем фишка? Вот я вижу, что человек от вас намеренно прячется, а вы за этого человека очень сильно переживаете. Прям кусок горла не лезет, все думаете, где же он, где же она, как там, тепло ли этому человеку, сыт ли этот человек, все ли в порядке, никто ли не напал, да? А этот человек умышленно спрятался, да? Вместо того, чтобы признаться во всем, решил отсидеться. Но вам какой-то другой человек правду расскажет. Тут уже ждать совсем недолго, буквально вот несколько суток, и вы все узнаете. Так, еще здесь какие-то семейные тайны. Семейные тайны. Я не вижу кровного родства. Могу предположить, что эта семья, например, не ваша, но и вашего супруга. Да, вот там его всякие братья, сестры, родители, тетушки, дедушки, бабушки. Вот там какие-то тайны. Причем тайны достаточно такие как скверные. Давайте скажем, как есть. Знаете, вот сдается мне, что это как-то связано с вашими детьми. А возможно, у детей есть какие-то болезни. И эти болезни пришли именно со стороны вот отца, мужа, да? С его крови пришли, с его рода, с его генетики. Вот. От вас это скрывалось, пряталось. Что есть, то есть. Возможно, вам даже придется какие-то меры принимать. Да? Вы узнаете, случайно узнаете. Случайно кто-то проговорится. Либо какие-то соседи, может, которые хорошо знают семью вашего супруга, проговорятся. Если вы просто встречаетесь, общаетесь, и у вас пока брака нет и детей нет, вот то, что вы узнаете, это прям ключ к вашему счастью. Почему ключ? Потому что вы можете избежать этого ужасного брака и не рожать, не рисковать будущим своих будущих детей, да, потому что детки могут родиться с патологиями, нездоровые, с несчастливой судьбой, да, потому что мне идет, что род какой-то прям супер грешный, там такая чернота, там такие непростительные вещи были в этом роду. Что может еще, как, знаете, скрытая болезнь какая-то быть? Разные, конечно, болезни бывают. Мне почему-то вот шизофрения идет. Еще мне вот почему-то инцест идет. Может быть, там они слишком близко, да? Слишком близко родственные связи воспринимали. Девушки, женщины мои хорошие, вам все это станет известно. Ваш ангел вам глаза откроет. Вы не такая простая, как о себе думаете, и ангел у вас очень сильный. Да, если бы раньше, то, может быть, не так обидно было. Но, с другой стороны, вы имеете право, знаете, вы точно узнаете. Мне идет, что кто-то отношения прервет и правильно сделает, а кто-то поймет, чем он имеет дело, и вот какие-то будут меры принимать. Меры, да, для того, чтобы все исправить. Либо хотя бы оградить своих детей от этого ужаса. Так, еще у кого-то, кстати, по этим знакам могла быть ситуация, что вы расстались и развелись. И тогда вы узнаете, что развод был не на пустом месте, а развод вам устроила сторона вашего парня, вашего мужа. То есть они этого добивались, и они этого добились. Там не исключено, что был какой-то шантаж, что могла присутствовать магия. Также они могли даже какие-то страшные вещи принести к вам, подбросить, например, порчу могли подбросить. Вот. Это именно виновата сторона вашего мужа. Может быть, вы и раньше догадывались, да, что вот они вмешивались, что они вас не хотели. Вот все подтвердится, вы все узнаете. И узнаете, конечно, как было на самом деле, и там страшные вещи откроются. И если вы еще там сожалели, что вы развелись, тут вы будете говорить: слава Богу, что я не в этой семье, в этой ужасной адской семье. Слава Богу, что я оттуда вышла живая, да, ноги унесла.
Да, вот такой даже может открыться. Так, еще. Есть место, где что-то можно обрести, получить. Ну, либо выгодно купить, либо в дар получить, да, на безвозмездной основе. И вот кто-то об этом знает, но этот человек молчит. Молчит, может быть, потому что вы не спрашивали, а может быть, потому что вы еще не встретились с этим человеком. Вот кто-то знает и вам скажет. И вот чем раньше вы туда пойдете, тем больше вы получите, тем больше вы назад принесете. Ну, то есть, может, там выбор будет большой, может быть, там выдавать побольше будет. Вот кто потом пойдет там со временем, там уже совсем чуть-чуть будет, там прям крохи, да, подобрать крохи со стола. Если по горячим следам, то есть буквально там на следующей неделе вы пойдете, то прям хорошо получите. Не стесняйтесь этого момента, обязательно идите. И если у вас есть желание, либо нужда в чем-то, вы об этом говорите. Говорите, чтобы люди слышали, что вы в этом нуждаетесь. Потому что так иногда бывает, ну, например, да, вот я ищу товары со скидкой, но я об этом никому не говорю. А вот кто-то из моих знакомых, тоже как я, там знает все магазинчики, прослеживает, где там скидки. Вот, и если бы я об этом говорила, да, то человек бы откликнулся и сказал: а я знаю, куда идти, а я знаю, где дешево купить. И то же самое, может быть, это какие-то фонды, организации, которые помощь оказывают. И вы не говорите о том, что вы в помощи нуждаетесь, ну и никто и не предлагает, потому что все считают, что у вас все хорошо, вы живете и сами себя полноценно всем обеспечиваете. А вам эта помощь, например, очень нужна будет, кстати. Вот, поэтому говорите, что ищете. Хотите, в интернете напишите. Много ведь всяких пабликов, форумов, сообществ, да, где можно написать, спросить. Даже как инкогнито можно спросить. И люди вам ответят, где помощь получить, где дешевле купить, где выбор больше, лучше, по доступным ценам. Ну вот идет мне, что вы скоро узнаете. И не стесняйтесь, идите и получайте, либо приобретайте по выгодной цене. Так, и еще. Жена узнает, что муж для нее подарок готовит. Слушайте, но у кого-то муж явно себя ведет очень подозрительно, и вы думаете, что точно он себе девицу завел, да, с телефоном, в туалете закрывается, что-то так резко там телефон отключает, с рук сбрасывает. Вот. Ну вот как общается он с кем-то. А на самом деле он ни с кем не общается, он вам подарок ищет. В интернете, скорее всего, ищет, либо списывается с разными там продавцами. Вот, очень боится, что он попалится, и поэтому так себя ведет. И вы знаете, что мне еще показано? Что вы себя накручиваете. Вы такая думаете: ах ты подлец, ты мне изменяешь, но я тебя поймаю, я выведу тебя на чистую воду. И вот когда вы дойдете до точки кипения, вот как раз-таки все и откроется. Да? То он вам подарочек искал, он вам подарок покупал. И у вас такое состояние, знаете, вот что делать? Плакать либо смеяться. Ну вот настолько нервное даже истощение может быть. Девочки, давайте так, не накручивайте себя, не накручивайте. Мне идет, что он вам подарок делает. Ни с какими другими женщинами он не общается. Это именно про подарок речь. Так, дальше. Вот смотрите, какое-то окружение у вас все, как будто бы вот маскарадное. Как будто бы вы карнавал, да, в карнавале каком-то участвуете. Вот как будто бы все, с кем вы общаетесь, неважно, там, на работе, в семье, родственники, вот как будто бы что-то скрывают. Все как будто бы в масках ходят. Вы это чувствуете, но доказать вы это не можете. Вот, немножечко такое, знаете, состояние, ну вот непонимание, да, что с людьми происходит, что за дела такие, почему все в масках, почему все не настоящие. И вы даже иногда можете думать, что какая-то проблема со мной, наверное, да, почему у меня такие ощущения. На самом деле с вами никаких проблем нет. Есть проблемы с теми, кто вас окружает. Это какая-то странная, не знаю, мода, тенденция, что-то пошло, что люди хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Вот, вы все правильно чувствуете, у вас прям гиперчувствительность на ложь. Когда вы чувствуете ложь, у вас прям какие-то вот реакции идут. В мозге реакции, на теле реакции.
подсознание как-то реагирует по-своему. Вы чувствуете, вы как этот ходячий детектор лжи. Только вам не нужно присоединяться к человеку, вы, ну, как по Wi-Fi это все ощущаете. Вот. Верьте себе, не сомневайтесь в себе. И это поможет вам избежать очень много неприятных моментов. И очень много людей вы сможете вывести на чистую воду. Вот поверьте мне, у вас такая еще репутация на самом-то деле. Очень многие уже догадались, кто вы такая, что вы можете ложь чувствовать, что вы разоблачаете лжецов. И вот люди даже вот лишний раз там не рискуют с вами пообщаться, либо не рискуют лишний раз вам соврать. Да, репутация уже у вас есть. Но вы грешите тем, что вы не всегда себе верите. А вот если будете всегда верить, ну, может, вы еще и как великим детективом станете, да, в полицию работать пойдете, будете преступников разоблачать. Ну, шучу, конечно. Но вы можете действительно неплохо на этом заработать, монетизировать свою способность. В современных реалиях это, кстати, очень сильно востребовано, да, умение определять ложь, особенно в крупном бизнесе. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.